Булатов Резван Валитович, начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике. Резван, совсем недавно прошла информация, что в соседнем регионе была вспышка сибирской язвы. Скажите, пожалуйста, какова ситуация в Чеченской Республике? На сегодняшний день Чеченская Республика благополучна по особо опасным болезням животных. Это сибирская язва, это ящер. Угрозы возникновения на сегодняшний день у нас минимальные, так как после поступления сигнала с территории Республики Дагестан о очаге сибирской язвы ветеринарная служба проводит даже на сегодняшний день все необходимые мероприятия для предотвращения заноса данной болезни на территорию нашей республики. Мероприятия это входит в первую очередь это вакцинация всего поголовья, то есть ревакцинация. Это повторная вакцинация против сибирской язвы, против ящера. Также усиленные въездные посты ДПС на территории нашей республики. То есть ни одна продукция, ни один живой скот не провозится в нашу республику без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов. Что должен в первую очередь знать хозяин крупнорогатого скота, чтобы самому не заболеть и не заразить других? В первую очередь они должны знать, что их скот должен быть привит против, опять-таки, сибирской язвы, против ящера. Для того, чтобы их скот был привит, они должны допускать ветеринарных врачей к проведению своей работы. Работа их не заключается в следующем. Он приходит в подворье, вакцинирует скот, оформляет всю необходимую документацию. Это акт вакцинации, опись вакцинации. И это все хранится уже непосредственно у врачей. В данном случае, что требуется от владельцев животных, это элементарно допускать ветеринарных врачей к вакцинации. Опять-таки есть случаи, когда владельцы животных не допускают. То есть моменты, когда люди не особо серьезно относятся к данным заболеваниям. Как мы знаем, такие болезни, как сибирская язва, как ящер, это особо опасные болезни, как животных, так и человека. Это, можно сказать, биологическое оружие. И чтобы бороться против этого, необходимо вакцинировать поголовье. Поголовье можно вакцинировать только с помощью владельцев животных, потому что никто не может насильно заставить его. На сегодняшний день никаких вспышек, никаких случаев заболеваний сибирской язвы в Чеченской Республике не зарегистрировано. Давайте будем точнее. На 20 ноября 2019 года не было регистрации, не было обращений о падеже сельскохозяйственных животных и регистрации данных болезней на территории нашей республики. В каждом районе есть филиалы ветеринарной службы, которые, как я и ранее сказал, следят за эпизоотическим благополучием данного района. Их деятельность – это уже в первую очередь проведение вакцинации и проведение отбора проб сыворотки крови для изучения ситуации в районе.